хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу произошедшего в Воркуте и что там действительно произошло. Ну, давайте все-таки начнем последовательно по разворачивающимся событиям, которые, по сути дела, уже 1,5 месяца назад начали разворачиваться совершенно в таком рабочем режиме. Поступило письмо, его, наверное, все знают и видели, да, аппарат уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Я процитирую, значит, сообщение о том, что фондом Сороса более 15 лет финансируется проект обновления гуманитарного образования в России. Его участниками являются авторские коллективы, разрабатывающие учебную литературу для организации среднего и высшего профессионального образования, получающих категорию учебника для учебного пособия. Эти издания попадают в библиотечную сеть образовательных организаций. Значит, просьба, не поручение, не приказ, просьба. Прошу вас сообщить об имеющихся фактах использования такой литературы. Также принять дополнительные меры по выявлению и изъятию из библиотечных фондов образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, учебных изданий, не имеющих соответствующей рекомендации Минобрнауки России и других уполномоченных государственных органов. Значит, поручение какого рода, значит, было? Изъятие из библиотечного фонда. Для того, чтобы изъять, сначала нужно выявить. Соответственно, был сделан в образовательной организации запрос с просьбой отмониторить ситуацию, значит, провести некую ревизию за моей подписью руководителям образовательных организаций, директорам профессиональных образовательных организаций, ну и ректору отдельно Коми Республиканского института развития образования. Значит, со ссылкой на данное поручение, цитирую дословно, о чем было поручение. В связи с тем, что данная литература формирует в молодежной среде искаженное восприятие отечественной истории, популяризирует чуждые российской идеологии и установки, просим принять меры по ее выявлению и изъятию. Опять два слова у нас идет. Выявление и изъятие из библиотечного фонда образовательных организаций. Точка, более ничего. Выявление и изъятие. Соответственно, нам нужно было свести сводную информацию, что у нас есть в республике, имеются ли вообще эти книги в республике. Мы об этом даже не знали. Из всех образовательных организаций поступили вот эти вот сведения, в том числе и из Горно-экономического колледжа, буквально несколько строчек, что да, такая литература выявлена, одна книга «Мировоззрение», количество 53 экземпляра, получено, списано из фонда библиотеки, и списано, все. Значит, опять же, никаких иных глаголов в этих сообщениях не было. Значит, свод за моей подписью ушел на имя, значит, соответственно, секретариат заместителя председателя правительства Республики Коми о том, что мы такую ревизию, такой вот мониторинг осуществили. Согласно проведенному мониторингу, данная литература выявлена в библиотеках, перечислены образовательные организации. Кстати, далеко не во всех образовательных организациях она есть. Ухтинский государственный технический университет, Воркутинский горно-экономический колледж, Воркутинский политехнический техникум, ну и ряд других библиотек, но уже не нашего ведомства, поскольку это сводный документ был, аналогичное поручение Министерства культуры исполняло, тут еще у нас и библиотеки задействованы, за которые я не несу ответственность. Опять же, никаких глаголов, вот в скобочках, изъято, готовится к списанию. Списано Воркутинский горно-экономический колледж. Приложением шел перечень этих книг, которые подлежали списанию. Все, точка. Далее был запрос у нас, значит, канала 7/7. Значит, и, соответственно, вот в духе этого письма были заданы вопросы. Ответили мы на вопросы. Я так понимаю, что весь сыр-бор вот по поводу этого ответа идет. Вот он, ответ за моей подписью. То, что размещено на интернет-журнале 7/7, оно не соответствует действительности. Я данного письма не подписывала. На каком уровне произошел сбой, я никаких претензий не предъявляю, прежде всего, интернет-журналу 7/7. На каком уровне вот произошел сбой передачи информации, внутренний этот
уровень, еще какой-то. Сейчас ведется дополнительное и наше служебное расследование, и устанавливается вот эта вот вся цепочка, и разворачивание событий будет зависеть от того, что будет установлено. Случайно это вот произошло или это преднамеренно это произошло, мы пока не можем ничего констатировать. Но когда появилась информация о том, что в Горно-экономическом колледже сожжены книги, мы сделали дополнительный запрос в Горно-экономический колледж, причем он был такого рода по уже моему устному, такому, скажем, несколько эмоциональному распоряжению, на каком основании, в связи с каким документом вообще вы это сделали. На что мы получили совершенно вот официальный ответ за подписью директора, исполняющего обязанности директора колледжа по поводу того, что книги списаны и изъяты из фонда. Да, существует некая, значит, инструкция. На основании инструкции об учете библиотечного фонда в библиотеках образовательных учреждений книги могли быть утилизированы при наличии в городе пунктов вторсырья или уничтожения на основании рекомендаций данной инструкции. Цитата из инструкции приводится: при отсутствии пунктов вторсырья в случае, когда сдача на переработку экономически нецелесообразна, библиотеки уничтожают исключительные документы, о чем было сообщено в ходе телефонной беседы представителю Министерства образования Республики Коми. Ну, может быть, и на этом уровне вот этот вот сбой произошел. На данный момент книги изъяты, находятся в книгохранении, к которому не имеют доступ пользователи библиотеки. Круг замкнулся. Вчера мы весь день занимались выстраиванием этой цепочки и отслеживанием, что на самом деле произошло. На сегодняшний момент я могу констатировать факт, что книги в целости и сохранности, но и никакая другая задача не стояла нигде, ни в поручениях, ни в ответах сборной информации не звучала информация о уничтожении книг. Это первое. Второе. Все-таки мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что книги есть некая интеллектуальная собственность, есть некоторая какая-то гуманитарный какой-то багаж, да, человечества, и уничтожать вот так огульно, тем более таким варварским способом, как это было, значит, передано в СМИ, сожжению, не представляет никакого вообще, ну, реального действия, потому что, ну, по определению быть не могло. Я уже давала интервью нескольким каналам и говорила о том, что меня само слово «сожжение» цепляет чисто эмоционально. И цепляет не только как чиновника, и, скорее всего, не столько как чиновника, сколько как филолога, как учителя литературы, 25 лет преподававшего литературу в средней школе. И каждый раз, когда мы приступали с ребятами к изучению циклов, тематического цикла по произведениям Александра Исаевича Солженицына, я рассказывала, начинала свой рассказ о значимости этих произведений и личности этого автора со своих детских школьных впечатлений, когда я стала невольным свидетелем действительно такого полулегального, в 70-е годы это не делалось открыто, сожжения книг Солженицына из школьной библиотеки, школы номер 12, которую я заканчивала. Ребята очень удивлялись, кстати: а что, Светлана Александровна, вы такая старая, что застали вот такие вот времена, что в наши дни такого вот быть не может. Но тем не менее, вот диалог начинался с этого, что, понимаете, ассоциативный ряд, связанный с огнем, да, с именем Булгакова, рукописи не горят, символикой литературной, что собой представляет огонь и открытое пламя, его можно по-разному использовать, и огонь добра, и огонь уничтожения, оно, по сути дела, вот, не могло привести вот к такому изуверскому выводу и такому факту, который мы сейчас имеем. Не обвиняет в том, что я начинаю оправдываться. Да нет, я не оправдываюсь ни в чем. Я просто хочу расставить акценты. Мы вчера не давали никому интервью только потому, что вот сначала самим нужно было понять и разобраться. Кстати, до сих пор ясности нет. Поэтому я не могу говорить о том, что это кто-то сделал преднамеренно, случайно, там, еще каким-то образом. Расследование продолжается. По окончанию этого расследования, я думаю, что мы информацию эту будем иметь.
Вот и все, что я могу пояснить по этой ситуации. Да, могу задать вопрос? Меня зовут Катерина, я редактор информационного агентства Коми Онлайн. Ранее в комментариях федеральных СМИ вы заявляли о том, что запрос, отправленный в 7 на 7, точнее ответ на запрос, он действительно существовал, и там было действительно написано слово «сожжены», но вы ориентировались на информацию, предоставленную Воркутинским колледжем. Как вы можете прокомментировать несоответствие? Информацию, которая пошла из СМИ. Почему мы сделали этот запрос? Информацию, якобы Воркутинский колледж представил эту информацию, что книги сожжены. Вот почему и появилось мое дополнительное письмо и дополнительный запрос именно в адрес только одного взятого образовательного учреждения. Вот откуда у нас, получаются, эти следы идут. На каком основании, кто сжигал, когда, где этот акт, вот в соответствии с каким пунктом, какой инструкции вы это сделали. Вот получили мы ответ. Понимаете? То есть это было прокомментировано вот после факта выявления. После факта выявления. Сейчас вы заявляете, что в ответе на запрос нет слова «сожжены». Редакция 7 на 7 может предоставить документы о том, что там есть это слово. Вы можете предоставить документы о том, что там этого слова нет? У вас есть принтскрин почты, например, где даты и время совпадает отправления письма? Это технические вопросы. Я сейчас, естественно, вот это вот все сделать вам именно здесь, в этом помещении, не смогу. На самом деле документы есть. Подлинник документа, который я подписала, есть. Подлинник документа, копия у меня снята, причем это очень близко к тому тексту, который опубликован. Более того, вот эта вот вторая страница, она, вы знаете, это не факт, я еще раз повторяю, никого не обвиняю, это не факт, что вот этот документ в таком виде именно был выложен вот интернет-журналом 7 на 7. Там это есть слово «сожжены», извините, Максим Поляков, главный редактор 7 на 7. В этом документе, который вы подписывали? Слова «сожжены» нету. В этом документе нету. Перечислены образовательные организации, указанное количество экземпляров, изъято и списано. Это получается так, что у нас... Акт списания готовится в отдельных образовательных организациях. У нашего интернет-журнала есть полностью вся фактура по ситуации, и она, как вы сказали, совпадает с этим ответом. Получается, что мы получили вот ваше письмо, судя по логике, и вставили туда слово «сожжены». Это ли письмо получили, но то, что выложено у вас, оно не соответствует тому, что я подписала. Вот и все. Вот. Я более ничего не могу утверждать. Вы прекрасно понимаете, что в огромной текучке дел мы подписываем огромное количество документов. Я не имею на сегодняшний момент, кроме зама по экономике, ни одного заместителя. Я подписывала вот этот документ, что было отправлено, что получено и как это выложено. Я не могу предъявить никакие претензии вам сейчас. Понимаете, на каком этапе произошел этот сбой? Я еще раз повторяю, мы попытаемся это установить. Светлана Александровна, а все-таки как-то можно попытаться прояснить дальнейшую судьбу этих книг, если они изъяты, все равно с ними что-то должны сделать. Не вечно же они там будут лежать в этом книгохранилище. Но пока они просто будут лежать, понимаете? Вот вы сейчас поставьте себя на мою ситуацию. Что я скажу, с этими книгами надо делать? Они изъяты и находятся в архивных книгохранилищах, и все. А как они вообще попали в эту библиотеку? По какой-то грантовой помощи? Да, они попадали по грантовой помощи, потому что это действительно книги, которые спонсируют издание, во-первых, начнем с этого создания их, авторские коллективы, создание, издание, доставка, распространение и так далее, они спонсировались действительно фондом Сороса. Ну так может это вернуть спонсору? Тоже, кстати, хорошая идея. Можно рассмотреть, вернуть, как мы говорим, да, обратно тому, кто подарил нам вот такую беду. Вполне возможно. Мы рассмотрим ваше предложение, хорошее предложение. А когда ориентировочно назначены сроки окончания расследования внутреннего? Я не могу сейчас говорить, потому что одно дело внутреннее расследование, другое дело расследование, которое проводит уполномоченный орган. Ну, по-моему, на мой взгляд, это очень простое расследование. Нужно подойти к человеку, который отправлял письмо, и посмотреть, что у него в почте. Это, по-моему, все расследование, которое может проводиться в данном случае. Вы это уже сделали? А в почте ничего нет. В почте не отправленное письмо в редакцию 7 на 7. Самый лучший вариант — съездить в Воркуту и посмотреть, есть ли нет. Тут вопрос не в том, сожжены там книги или нет, а в том, как об этом сообщили. Как сообщило официальное ведомство, официальный запрос 7 на 7. То есть, вопрос в том, кто предоставил не ту информацию. И на каком этапе она вот претерпела эти изменения, да. Вот я понимаю вас. Я понимаю и еще раз подчеркиваю, что
здесь вот лично конкретной личностной вины пока никого нет и не установлено. Я не могу делать такие заявления, это соответствующие органы должны знать. Скажите, а кто именно отвечает в данный момент в Министерстве образования и молодежной политики за то, чтобы общаться с прессой и отправлять им ответы на официальные запросы? В настоящее время у меня нет официально пресс-секретаря. Вы прекрасно знаете, что у нас Портнягин Андрей уволился, перешел на другое место работы. Эти обязанности просто в качестве дополнения возложены на Ольгу Журавлеву. Она вот-вот уходит в декретный отпуск. И, по сути дела, передо мной стоит определенная задача найти пресс-секретаря. Вот, может быть, и поможете профессиональной среды, кого-то подскажете. На самом деле такой человек очень грамотный, важный, нужный. Мы понимаем, что эта работа очень ответственная и значимая, чтобы не получалось вот таких вот изуверских казусов, как с этой ситуацией. Да, мы должны нести ответственность за это. На сегодняшний день у меня такого специалиста нет. Я занимаюсь подбором этого специалиста. Пока все звонки я переключаю на начальника аналитического отдела, в составе которого находится этот человек. Я надеюсь, что в скором времени у нас Катерина Паусова выйдет из отпуска по уходу за ребенком, я, может быть, с ней сотрудничаю, знаете ее, может быть, мы как-то вот возобновим эту работу. Светлана Александровна, вы подчеркнули в своем выступлении о том, что вот когда получили письмо от представителя полномочного от полпреда в Северо-Западе, там не было директивы, там это была просьба. Почему, по вашему мнению, это было воспринято в правительстве Коми и в вашем министерстве как директива? А откуда вы взяли, что это директива? Это о чем свидетельствует? Нет, вы же нет, это в письме, в письме указана просьба, просим, просим. Да, имеется в виду, что чиновники на местах восприняли это как немедленный приказ к исполнению и все сделали. И в моем письме, посмотрите, вот на основании этого письма опять глагол «просим принять меры по ее выделению». То есть оно вот калькой взято из этого письма, оно перекопировано. Но, понимаете, я не могу нести ответственности. Есть, знаете, факт, есть его интерпретация, есть знаменитая русская поговорка «заставь дурака Богу молиться, весь лук разобьют». Есть люди думающие, есть тупо исполняющие какие-то просьбы, приводящие в распоряжение и так далее. Тут чисто человеческий факт. Два дополнительных вопроса. Как вы в принципе относитесь к изъятию книг из библиотек? И за исключением экстремистской литературы? За исключением экстремистской литературы я отношусь к этому, как вы понимаете, и вы, думаю, прекрасно можете ответить на этот вопрос отрицательно. Еще раз повторяю, хотя бы с точки зрения того, что я филолог и всю жизнь детей направляла в библиотеку за поиском нужной литературы, учила их это делать и правильно выбирать нужные книги и читать правильные книги. Понятно, что книги официально запрещены у нас фашистской идеологии, экстремистской идеологии, какие-то, может быть, еще вот такого вот толка, они не должны попадать в широкой читательской аудитории, тем более молодежной среде образовательных организаций. Вот. А в принципе у нас должна быть разнообразная литература хотя бы для потомков, для истории, вообще как процесс развивался. Я уже как-то журналистам говорила, что у нас очень трансформируются быстро и нравственные какие-то ценности, и критериальные оценки. Я приводила вам пример, как относились к Солженицыну в мои школьные годы, и как, посмотрите, на судьбе моей учительской, когда-то я попыталась с ребятами пообсуждать рассказы Бунина, имела нелицеприятный разговор с руководством школы, там, да, а потом Бунина ввели в обязательные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт. У нас же был как вот буквально знамение вот, русской эмиграции, да? Все течет, все изменяется. Мы, может, совершенно по-другому будем расставлять акценты по поводу содержания каких-то книг, на которые сейчас мы, может быть, предвзято смотрим. Но это то, что касается художественной литературы. Речь идет о художественной литературе. В этом отношении я никогда в программах не пропускала и произведения так называемых коммунистических писателей. Да? Вот у меня в классе была стенка портретов писателей XIX века, вот за доской, да? А у меня перед глазами были писатели XX века. Но, как правило, они
соответствующих идеологического толка, я считаю, что эти произведения из программ литературных нельзя изымать, нельзя из библиотек изымать. У нас же были такие поползновения, был такой период развития вот этого литературного процесса, когда пытались выстричь из программы. Да? Почему? Потому что эти вещи нужно знать хотя бы с точки зрения развития художественной мысли, идеологии, мировоззренческой позиции, как меняется, как трансформируется, хотя бы с точки зрения исторического процесса. То же самое относится и к памятникам культуры. Книги, по сути дела, это вот из той же епархии. Да? Я проживала, будучи заместителем директора по воспитательной работе в 25-й школе, я, например, просматривала списки музыкальных произведений, которые звучали на школьных дискотеках. Вы все молодые, вы не застали этих вещей, но ансамбль AC/DC у нас был в этом списке, я не имела права включать на дискотеках вот такую вот музыку, разрешать, во всяком случае, своим, значит, старшеклассникам использовать, да, такие вещи. Сейчас оно звучит, извините, со всех радиоприемников и нормально к этому относится, да? Вы ответите на вопрос только в части художественной литературы. Что вы думаете об изъятии учебников, и тем более из того списка, который опубликован, куда входят учебники преподавателей Высшей школы экономики, докторов Московского государственного университета, по которым в данный момент происходит обучение? Вы знаете, я не специалист экономики и не могу оценивать содержание этих книг, насколько эффективно обучение по данной литературе. Все-таки это экспертные советы делают, все-таки это уполномоченные органы делают. Да? Поэтому вот оценивать эти события я не могу. С точки зрения художественной литературы, то есть в том, в чем я сама разбираюсь, понимаю и могу нести ответственность за сказанные слова. В плане экономики я не могу это сказать. Это опять же, посмотрите, но я могу концептуальную позицию повторить. У нас был такой период, когда в образовательный процесс допускалось огромное количество учебников, в том числе и в общеобразовательные школы, не только среднепрофессиональное, высшее профессиональное образование. Учебники только ленивый не писал. Мы знаем прекрасно, что это бизнес, это хороший бизнес. 70% прибыли. Это, наверное, самая прибыльная отрасль у нас вообще, книгоиздание в Российской Федерации. Поэтому мы до точки какого-то накопления дошли, когда у нас огромное количество учебной литературы, в которой теряются и преподаватели, и студенты, и, может быть, наведение не с целью изъятия там, а наведение какого-то порядка регламентации деятельности в соответствии с федеральными стандартами, в соответствии с содержанием примерных программ. Оно может быть и должно быть. Но в плане исследовательской работы, научных изысканий, сравнительно-сопоставительного характера, написания всевозможных рефератов, да, вполне возможно, что литература должна быть представлена, не вполне, моя позиция вот, человеческая, разных видений, разных позиций, разных точек зрения. Для того, чтобы молодой человек, во-первых, познакомился сначала с этим, определился с этим. И все-таки, наверное, я считаю правильнее давать право человеку самому определяться, что к его мировоззренческой позиции ближе. Роль преподавателя, наверное, заключается в том, чтобы грамотно с точки зрения житейского и профессионального опыта расставить акценты вот в этой деятельности. Поэтому я не вижу беды в том, что разного толка литература находится в библиотеках учебных. Последний вопрос у меня. Скажите, как вы оцениваете роль фонда Сороса в поддержке образования и культуры в середине 90-х годов, в том числе и педагогов, ученых, деятелей культуры? Понимаете, я застала вот этот период поддержки фонда Сороса. Были времена, когда мы очень гордились этими учителями, которые становились лауреатами премии Сороса. Работали рядом со мной, например, Валерия Артуровна Турубанова, учитель химии 36-й школы, которая имела грант фонда Сороса. И мы во всех отчетах включали, честно скажу, значит, заслугу Валерии Артуровны в том, что, значит, вот она имеет такую премию за подготовку олимпиадников, за подготовку таких продвинутых, очень развитых ребят в области химии. Разные периоды были, но в последнее время, понимаете, вот отношение складывается от той информации, которой ты обладаешь.
По сути дела, у нас была макушка айсберга вот той информации рядовых учителей и заместителей директоров, что представляет собой фонд Сорос. Да, поддерживает образование, да, поддерживает гуманитарные науки, да, поддерживает продвинутых учителей, которые воспитывают талантливых, одаренных детей с креативным мышлением. Другое дело, зачем поддерживает, а дальше что, а куда? Я вам скажу, честно, откровенно, у меня так приходили, как заместителю директора, такие же запросы. Значит, выдайте нам, пожалуйста, списки, значит, честно скажу, за определенное вознаграждение. Выдайте списки детей, награжденных золотыми и серебряными медалями, победителей олимпиад, детей, которые готовятся поступать в крупные российские вузы. И это было прямо прокомментировано, зачем это нужно. То есть, по большому счету, шло отслеживание этих талантливых детей для того, чтобы привлечь их для поступления в зарубежные вузы. Соответственно, вряд ли они потом возвращались бы в Российскую Федерацию, тогда это еще был и Советский Союз. Вот. И поэтому, понимаете, если мы, опять же, все факты соберем вместе, то тогда можем как-то оценивать. На сегодняшний день я вот однозначно, да, это здорово, да, это плохо, никакой оценки не могу дать, но тем не менее, вот в связи с определенной деятельностью фонда Сороса, спонсирование определенного рода деятельности, другое дело, с какой целью, да, есть негативная оценка. То есть у меня однозначной такой позиции, да, это здорово, классно, нет, и да, это вот мерзко, ужасно, это нужно вот ликвидировать, у меня тоже такой позиции нет.